Кыргызстан үчүн спорт жана маданияттын жаңы доору башталууда. Өзүңүздөр көргөндөй эле 51 000 адамдык Бишкек арена комплекси. Бул жерде кандай строительство болот, качан бүтөт, кандай өзгөчөлүктөр бар, ошолордун бардыгына ушул выпусктан жооп аласыздар. Анда эмесе кеттик. Баарыңарга ассаламу алейкум. Биринчиден эмени сурайын деп аткам, ол сиз аябай чет мамлекеттерде көп жүрдүңүз, толтура концерттерге бардыңыз. Ол биздин Бишкек арена боюнча сиздин оюңуз кандай? Мен бүт чет өлкөлөрдү карап, где-то бир-эки эле стадионду көрдүм да. Бир-эки стадиондо болчумун. Это открытие арены Москвада, Спартак, футбольный клуб Спартак Москва. Анан ичине кирдим, бирок сезондо эмес, Барселонада болчумун Элдер аба менен. Анан бир жолу Джузеппе Меатца Миланда бар го. Бирок ал жабык болчу, ичине кирген жокпуз. Жөн эле сырттан карап, бир-эки фото кылып кеттик да. Если честно, душа радуется. Душа радуется. Потому что, я как-то был на игре сборной Кыргызстана на стадионе. И плюс все, помните, это еще в интернете, прям мемы болуп кетти, когда на деревьях, когда к нам Австралия приезжала, даже мать помню, прикинь. Адамдар батпайт. Там, а у всех хочется посмотреть за свою страну, поболеть, тем более к нам Австралия. Это один из сильнейших вообще соперников в нашем регионе, который вообще раньше в другом регионе был, потом, чтобы там он устал, конкурентов не было, он решил увеличить конкуренцию, к нам перешел. Для нас это событие. И в тот момент душа болела. Задавались вопросом, типа, в 21 веке живем, почему вот везде уже есть, там, хотя бы более-менее какие-то стадионы. Даже вот я там, я вру, я еще играл в составе одной из медийных футбольных команд на стадионе в Астане. Даже вот в Астане у них там прикольный стадион, там это единственное искусственное поле, там покрытие. Бирок карап кичине эметтим да, көңүлүм түшүп, биз качан ушул сферада өнүгөбүз деп, как-то даже чуть-чуть слеза вот так покатилась, да. А сейчас душа радуется. Пусть хоть и вот в таком состоянии, да, это вот у меня жена, наверное, подтвердит, когда мы только переехали, и даже и сейчас уже не доделан еще до конца прям ремонт, поэтому в гостях у меня пока мало кто был. Когда делаю, позову тебя. Но, блин, вот зато свое, хоть и недоделанное, но уже есть. Уже есть, понимаете, да? Это вот всем, наверное, и будущим семьям молодым, да, вот особенно это жены бывают, любят, да, там, качан, эметес, качан, значит, самое главное, это вот есть крыша над головой, да, у семьи. Это вот я своей жене так говорил. И сейчас, наконец-таки, у нашей сборной Кыргызстана появился свой дом, своя крыша над головой, достойная. Вот это самое главное, да, что это достойная крыша над головой, что когда гости будут приезжать, не стыдно, потому что шын айтканда, знаменитый уже легендарный стадион имени Дөлөн Омурзакова уже болбой калыптыр, шын айтканда. Да, потому что там я и внутри был, снаружи можно подшаманить, но внутри ты когда ходишь там, раздевалки смотришь. Удобства нету. Никакого. Раздевалки смотришь, все раздевалки какие-то. Здесь я, наконец-то, надеюсь, весь народ Кыргызстана разделяет мою радость за то, что сейчас происходит в Кыргызстане, за вот это великолепие. Главное на этом не останавливаться и как-то дальше двигаться. Все классно. Неге мен ушул сөздү сизге бердим, анткени эме да сиз аябай көп мисалы соседний Казакстан менен Өзбекстандан чогуу ойнодуңуздар да. Мисалы мен өзүм Москвада жүргөндө дагы анча-мынча казак өзбектер менен сүйлөшүп калганда бизде мондай нерсебиз бар деген унчукпай отуруп калат элек да. Эми коркпой аренабыз бар деп айта алабыз да. Неге унчукпай отургансың? Бизде ысык көл бар. Это же бул кандай десем, Кудай берген берметтер да. Аны биз өзүбүз создавать эткен жокпуз да.
А биз мамлекет катары Бирок бар да. Бирок бар. Бирок Кандай бар. Бар, сонун. Бирок мамлекет катары биз бир нерсе кылгандай, мисалы чоң объект, Бишкек аренада 51 000 адам, это же дүйнөлүк стандартка жооп берген аренада. Ну вот наконец-таки. Да, анткени сейсмостойкость боюнча мен кече маалымат уктум. Биздин сейсмостойкалар боюнча чогулуштар ушул жерде өтөт экен. Чет мамлекеттен, Япониядан чакырыштыр атайын. Буну бир нече жолу текшеришти. Ато маалымат баракчаларда жүрөт информация, что уралбайбызбы, биздин кыргызстандыктар мындай дүйнөлүк деңгээлдеги нерселерди курган эмес деген сөздөр бар да. Вы на это как смотрите? Ну, знаешь, на это смотрелось с болью в сердце, так скажу. Вот то, что ты говоришь, типа... я чуть-чуть не понял вопроса просто, улайгал тұрмын да. Сейчас сердце радуется, душа, но, знаешь, есть один маленький нюанс, который чуть-чуть меня беспокоит, наверное. Это то, что как будто просто в одном направлении только как будто один вид спорта сейчас только развивается. То есть как бы, знаешь, да, там есть у нас и федерация тенниса, есть и федерация плавания, есть там федерация этого, да. А по факту, да, сейчас у нас президент пришел, который любит футбол, и он в этот футбол внимание уделяет, поэтому у нас строятся и стадионы по городу. Наконец-то строится хороший стадион для сборной, который будет принимать матчи сборной Кыргызстана, да? Точнее, сборная Кыргызстана будет на этом стадионе принимать гостей. Но плюс здесь же еще концерты можно крутые проводить, да? Дүйнөлүк концерттерди кылсак болот. О, Kanye West, Джей Ло там тоже, да? То есть если был бы он готов, можно было бы Джей Ло с Алматы сюда пригнать. Да? Прикол в другом. Прикол в том, что еще работы много. Еще работы очень много. И я просто желаю терпения нашим тем, кто бийликтергечи. Терпения просто. И правильных ходов. Я понимаю, что сейчас, да, наш президент Садыр Нуркожевич футбол любит, но на футболе свет миром не сошелся же, правильно? То есть помимо этого есть же другие же виды спорта, да, там. Плюс как-то развитие спорта на просто построении каких-то вот таких объектов спортивных, оно же не заканчивается. Нужно воспитывать кадры хорошие. То есть тренеров, детско-юношеских тренеров, скаутеров вот, для футболистов. Именно скаутеров, кто будет заниматься тренировкой. Не тренировкой, а именно нахождением вот этих талантов. Понимаешь? Таких Да, вот юных талантов. Кинолорда бар го? Да, скаутеры. Скаутеры. Да, скаутеры. Так это очень... Честно, я вот сейчас на вот это все смотрю, и если раньше, где-то лет 10-15 назад, я как бы на все это смотрел и думал, никогда не будет, то сейчас вера появилась. Вера очень большая появилась. Когда смотришь на вот то, что, понимаешь, буквально год назад этого не было же. Не было же, да. Понимаешь? Не было. И вот это суть, да, как бы, всего, это сущность человека такая, нам сразу все надо. Желательно, да. Чего бы не было, этого может быть мало в итоге, понимаешь? А по факту-то цели достигаются не вот так же, не скачками. Цели достигаются вот так медленно, идем. Я надеюсь, это все, что сейчас происходит у нас в Кыргызстане, это всего лишь первый шаг к тотальному спортивному процветанию и доминации кыргызского народа в мире. Да, я очень верю, что вот этот стадион, построенный для нашей сборной, и то отношение первого человека Кыргызской республики к этому виду спорта, оно даст свои плоды. И мы в этом году все болели за наших соседей узбеков. Надеюсь, может быть, хоть и не на следующем, но нет ничего невозможного. Да, но хотя бы через один чемпионат мира мы будем сами болеть за уже нашу сборную. Иншалла. Анткени Россияны деле, мисалы, чемпионатка чыкканда полуфиналга чейин жетет деп ойлоп отук эле го. Ооба. Жетти го.
Все возможно. Так что барды қалды да? Барды алды да. Барды қалды. Нам, помимо того, что первыми разрешили зайти на территорию внутри, снять торгового центра, мы будем первыми, кому разрешат зайти туда. Пойдемте, зайдем внутрь. Ол жерде, скорее всего, тәте VIP ложалар, випкалар. Тәте ортада тұрады ғой. Көрші президент тәте жақтан отыратқандағы ылдидан эме бар екен. Ондайдан келіп тұрып, президент ондайдан ортадан шығады да. Ошол жерден речь сөйлеп баштайды. Знаешь, да, у меня, короче, у КВНщика, ну вообще у творческих людей мозг так работает, что мы можем некоторые вещи визуализировать. Я сейчас, короче, в своем мозгу вот это все убрал, представил тысячи народу, вот бля. Мурашки по коже полезали? Как это красиво. Кыргызстан дегенде эле. Айтпа. Бул жакта, короче, туугандар, өзүңдөр көргөндөй эле, бул сактан эменин бул жагы, бул жакта раздевалка, скорее всего, санузел, ошого окшогон майда чүйдөлөр бар болуш керек. Освещениялар буюрса азыр бул до. После бүткөнүн дагы сөз түрдө силерге көрсөтөбүз. Анан кийин дальнейшем бул жакта эмнелер болот, кандай мероприятие өткөзсө болот. Айтор ушундай өзүбүздүн аренабыз менен мактанайлы да. Негизги эле максат. Туугандар, мына көрүп атасыңар. Тазалык иштери чаңдар тете присос менен тазалап жүрүшөт. Тазалык да, тазалык. Көпчүлүк айтырат го, бизде Кыргызстан биз чоң уровеньдеги нерселер сала албайбыз деп, сала албайбыз нерселер салабыз эле. Башкача уровеньдеги нерселер да салабыз буюрса. Туугандар, өзүңүздөр көргөндөй эле, могу Бишкек аренанын ортосуна келдик. Карагыла. Могу уже бардыгын коюшуптур. Ушул жерде отуруп алып туруп, могу жерде ар кандай концерттерди, ар кандай футбол, сонун дүйнөлүк деңгээлдеги ар кандай мероприятияларды өткөзүп атат экен. Анан эң башкысы, тетиги ортодогу жерлерди көрүп атасыздарбы? Ошол жерден президент чыгып, трибунага ортодо мондой кылып чыгат. Чыгып туруп ошол жерден анан кийин элдерге кайрылуусун баштайт. Анан да көрсөңүздөр, тетиги жакта VIP ложалар жана кече дүйнөлүк чемпионат футбол болгондо 1000 VIP место сатылды да. Баасы $100,000 болуш керек. $150,000 VIP месталар сатылды. Ошондой эле VIP месталарды көргүлө. Тетиги жерлерде определенный жерлеринде болуп турат. Анан тетиги полностью стеклянный болгондор, скорее всего, ошолордун баардыгы VIP месталар. Эмне үчүн? Ал жерде кондиционер болот сөзсүз түрдө, жабык территория, охранасы менен, отдельный входу менен. Андан тышкары элдерге, скорее всего, могул месталар бир аз кымбатыраак, анан тетиги үстүдөгүлөр арзаныраак, тетиги бурчтагылар арзаныраак болуш керек. Бул менин жеке өзүм көз карашым да. Буюрса мен силерге до тартып атам, послесин дагы жакынкы выпускардан чыгарам. Мына көрдүңөр туугандар, мондай катары канчта экен? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 экен. Бул жагы болсо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30. Моза 30 катар экен. Короче, өдөрөктөрү 20, бияктар 30. Карап жылдыр өрсөт экен. Могу VIP ложалар могул жерде болуш керек, жана мен айткан. Могул жерде концерттер болот, футбол. Могу жакында 31-нде открытиясы болот. Открытиясына кайсы ырчыларды көргүңүз келет эле. Андан тышкары бул жерге кандай мероприятияларды өткөзсө болот? Чынбы? Ну, здесь очень много мероприятий можно провести, да, не знаю, наконец-то можно, если честно, я вот после этого чемпионата мира подумал о том, что у нас есть две соседние страны, очень дружеские и братственные, и точно так же на 3 страны тоже можно чемпионат мира принять, понимаешь, да? То есть по факту, конечно, внутри нашей страны еще не хватает прям таких стадионов, чтобы сборные там встречались там. Это надо еще парочку таких достроить, хотя бы не на 50-60 тысяч, да, но в Казахстане есть стадион, в Узбекистане тоже есть, и на 3 страны можно. Это так первая идея пришла, это в июне месяце этого года, да. А второе, я думаю... Да, а второе, да, пойдем наверх. А так
по поводу мероприятий, да здесь все же можно проводить, понимаешь? Концерты, причем всяких звезд. Если сейчас мы не берем звезд, которые там ближнего зарубежья, да, я имею в виду тех, кто вот в Казахстан приезжает, и все наши кыргызы туда едут. Типа Джей Ло приезжала, там, Кани Вест, да, там вот скоро Энрике к ним приезжают, да. Энрике Иглесиас очень талантливый певец, вот я бы хотел его здесь на стадионе увидеть у нас, да. Здесь мол жер торговый центр болот экен, стандартный эле. Детский площадка, кинотеатры и еще бул жерде өзгөчөлүгү как раз бизнесмендер үчүн ким торговый центрден помещение алам десе как раз открытое предложение бар. Прикольно. Анткени 51 000 адам бир жолу келсе, нормальную продажу можно сделать, да? Ну да. И тем более бул жерде мен оюмча бир гана чоң концерттерден тышкары кичинекей майда концерттер дагы болсо керек. Жарымынан кылыпчы. Ошого скорее всего, бул жерден бизнесмендер үчүн сонун эле помещение болуш керек. В Америке есть такой этот, да, когда в американском футболе у них финал или что, Супербол. И каждый год там кто-то выступает, короче, из этих. И там они же не делят просто на весь стадион. Если грамотный экран с хорошей съемкой, то делить не надо. Ты просто делаешь на весь стадион концерт. Просто мен бул жерде ойлоп аткан нерсе мындай да. Эми салышко сала алдык. Нужно же дальше бул нерсени алып кетиш керек да. Ошого как маған балким руководстволар да биздин видеону көрүп калса, идеяларды закидывать этип коюлуп атпайбы? Можно вот это сделать здесь, можно вот это, депчи. Там люди не глупее нас с тобой сидят, поверь мне, поэтому... Но если у тебя есть предложение, то это, то есть, видишь, сейчас, к примеру, возможности такие крутые открываются, да, что можно, к примеру, этих же звезд, вот, по примеру, как казахов они возят, тоже из Америки, этих американских звезд сюда зарубежных пригонять. Крупных мировых звезд, понимаешь, музыкальных. Реклама страны, это, конечно, хорошо, но ощущение от любой страны создают сами люди, понимаешь? И сейчас там и ролики смотришь, там на Исыкуле кто-то с кем-то халаторит постоянно, еще что-нибудь изучил, мондай. Надо просто в первую очередь сознание людей чуть-чуть повышать, культуру народа повысить, вернуться к истокам кыргызским своим. И плюс, вот ты говоришь, концерты здесь делать, еще что-нибудь делать. Для того, чтобы мировые звезды хотели к нам ехать, нам и эту сферу тоже сильно повышать надо. И это яркий пример, это вот этот последний фестиваль на Исыкуле, который прошел, где ведущим Нурлан Сабуров был. Да. Там некоторые из знакомых, там и братишки были, говорят, средний прошел концерт, неге шундай, типа, неге мнение шундай деп сурасам, они говорят, братан, там, типа, сцена далеко, экранов нету, короче, некоторых поющих не видно, сидушки грязные, там, еще что-нибудь. Этот ведущий вообще опоздал, да? Понимаешь, Нурлан Сабуров. Ну, это не, кстати, про его опоздание, лично для меня это неуважение с его стороны. Согласен. К нашему народу и к тем, кто на него билеты купил. Понимаешь? Его как профессионал это явно не характеризует как очень хорошего профессионала, я бы вот так сказал, да?